На протяжении 2 дней в Канашском транспортно-энергетическом техникуме проходил конкурс профессионального мастерства «Лучшие по профессии». Участники из 5 регионов нашей страны приехали сюда посостязаться и показать, что они лучшие в своей профессии. Справедливо будет отметить, что атмосфера доброго соперничества витала в воздухе уже в момент торжественного открытия. Ставший традиционным смотр-конкурс названия «Лучший по профессии» акционерного общества «Транснефть Прикамье-2017» собрал сегодня победителей региональных этапов. Разрешите мне от имени оргкомитета по проведению нашего конкурса поздравить вас, я считаю, знаменательной датой. Для некоторых это может быть первый раз, некоторые, я смотрю, новые лица у нас. Есть ветераны, которые не первый год у нас участвуют. Поэтому что пожелать? Ну, как уже сегодня сказали, впереди у нас большой конкурс, это компания «Транснефть». Хотелось бы, чтобы вы, кто здесь сегодня окажется лидером, победителем, достойно представили наше объединение уже в масштабе компании «Транснефть». Ну а с сегодняшним участием, конечно, победы, победы, победы. Потому что не секрет, что призовые места, они финансируются, поощряются. Самое главное, наверное, в том, что вы будете считаться лучшим из лучших в своей специальности. Поэтому быстрых секунд, победы. Ежегодно растет уровень подготовки специалистов. Участие в соревнованиях принимают как работники с многолетним трудовым стажем, так и новобранцы. Оттого ярко и разгорается пламя азарта конкурсантов, которые сегодня представляют в Чувашии Казанское, Пермское, Альметьевское, Ромашкинское и Удмуртское нефтепроводное районное управление. Наш техникум сегодня – это 625 студентов дневной формы обучения и свыше 7 тысяч сотрудников организации системы «Транснефть» из более чем 15 организаций системы «Транснефть». В течение года проходит у нас обучение. И для нас большая честь принимать конкурс такого уровня. Для нас это большой экзамен. Я желаю участникам победы в упорной борьбе, победы в дальнейшем на уровне компании. И по традиции хочу сказать, что мы всегда стараемся создать для вас наилучшие условия. Внесенный в зал флаг Транснефти победителем смотра конкурса «Лучший по профессии» 2016 года Дмитрием Оскотским оповестил о начале первого состязательного дня. В общей сложности на звание «Лучший» прошли испытания в 5 профессиях: трубопроводчик линейный, электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь по ремонту технологических установок, лаборант химического анализа. Одним словом, в борьбу вступили те, кто своим трудом обеспечивает работу нефти и нефтепродуктов, а значит, обеспечивает энергетическую независимость и экономическое благосостояние нашей страны. Скорость и верность ответов на вопросы, связанные с выбранными профессиями, был главным критерием для победы в сложнейшем теоретическом этапе смотра конкурса. Меньше 10 минут потребовалось электромонтеру Айрату Гарипову, чтобы ответить на 100 вопросов из задания. Вот уже на протяжении 5 лет я работаю на этой должности. В 3-й раз принимаю участие. Вопросы были сложные, конечно, все тренировались. Было 100 вопросов, я ответил на 96 вопросов правильно. Готовность конкурсантов, она растет ежегодно, то есть это видно по тем баллам, которые они занимают. Если это первый год от 50 до 70, на сегодняшний день то 90% решает больше 90% вопросов. Выступать на таких конкурсах всегда непросто. Ведь в соперниках те, кто не раз принимал участие в подобных мероприятиях, становился победителем на предварительном этапе. На площадке, где определяют лучшего электрогазосварщика, вовсю кипит работа. Специалисты должны заварить трубу, которая затем подвергнется визуальному и неразрешающемуся контролю качества. Внимательность и оперативность – лучшие качества для победы. Электромонтеру по ремонту и обслуживанию электрооборудования пришлось находить неисправности в системе. Практическая часть конкурса – устранение и выявление неисправности в схеме управления задвижки ПЦ. На данном этапе конкурсанты делают организационно-технические мероприятия, проводят и непосредственно ищут неисправность, которая заведомо была сделана нами.
По опыту прошлых лет на устранение 5 неисправностей в среднем должно уходить не более 30 минут. Лишь продемонстрировав лучший результат, электромонтер может надеяться на звание победителя. Линейные трубопроводчики демонстрировали свое мастерство на открытом полигоне. Условия конкурса приближены к реальным. Задача максимально качественно выполнить условия задания. Краткий инструктаж и конкурсанта на передовой. Отмечает, что сверхзадач здесь не существует. К этому они готовы в повседневной работе. Также права на ошибку не существует и у слесарей по ремонту технологических установок. По условиям задания специалист должен провести сборку ротора насоса. При этом непременно учитывается и соблюдение техники безопасности. Единственные девушки в командах – это лаборанты химического анализа. Стоит отметить, что усердием и рвением к победе они не уступали мужчинам. На практическом этапе конкурса им предложили определить содержание в нефти вредных примесей. Наталья Жукова, инженер по качеству, в данной профессии трудится на протяжении 30 лет. Не первый год ей доводится участвовать в судействе. Этот конкурс не единожды уже отработан, и мы понимаем, какие элементы для них важны. Мы готовим сами теоретическую часть, в которой стараемся поставить такие вопросы, на которые бы, с одной стороны, были достаточно сложные, чтобы они ответили, с другой стороны, понятны, потому что это их ежедневная работа. И практическая часть – это как бы основной элемент этого конкурса, где они должны показать свои знания, умения, навыки, которым научились за свою, так сказать, карьеру. И престиж растет. И у нас среди наших лаборантов были победителями на конкурсе АК «Транснефть». То есть у нас было и первое место девочка занимала, и были в тройке призеров. Надеемся, что и в этом году у нас девчонки с удовольствием участвуют в этом конкурсе, стараются все. Видно это. Думаем, что тоже будут хорошие результаты. Дилетантов не может быть и среди лаборантов. Алина Отводенко – выпускница Томского государственного промышленного колледжа. 9-й год трудится химиком-лаборантом. Практическая часть у нас заключалась в экстрагировании хлористых солей из государственного стандартного образца, получается, путем индикаторного тестирования. Считаю, что это довольно-таки сложно, надо очень много знать. Нужно знать нормативную документацию, реактивы нужно знать, посуду необходимую. Да, я считаю, что нужно знать очень много. Работу делать точно, быстро и с соблюдением всех правил техники безопасности. Ключевые критерии оценки конкурсантов. И в своей профессии сегодня Алина стала лучшей. Бурными аплодисментами встретил зрительный зал участников смотра конкурса «Лучший по профессии». На сцену поднялись теперь уже признанные специалисты. Успех любого предприятия, его высокие производственные показатели, качество и надежность эксплуатация сложного современного оборудования этого предприятия в первую очередь зависит от профессионализма его работников. Сегодня мы подводим итоги в конкурсе, где участвовали конкурсанты, которые уже доказали, что они являются профессионалами своего дела, своей профессии, потому что прошли успешные отборочные этапы на уровне районных нефтепроводных управлений. Наука и технологии не стоят на месте. Наше предприятие, как и большинство промышленных предприятий страны, да и мира, со временем внедряет современное оборудование, совершенствует технологию. Все это неразрывно связано с повышением спроса, квалификации, компетенции вас, работников, рабочих профессий. От традиции к инновациям – так звучит основной принцип Канашского транспортно-энергетического техникума. А инновация – это когда каждый член команды стремится стать лучшим в своем деле. Чувствовать вкус победы – принцип сегодняшних победителей. Я хочу отметить небольшими памятными подарками наших выпускников. Я уверен, что ваши победы, главные победы еще впереди. Гордо видеть выпускников Канашского транспортно-энергетического техникума, которые, работая в разных уголках нашей страны, прославляют наш родной дом.
Конкурс действительно для нас уже стал традиционным. В этом году проводился в 9-й раз. На следующий год будет юбилейный 10-й год. При подготовке к конкурсу мы постарались создать для конкурсантов, для членов жюри хорошие рабочие места, хорошие условия для работы, для проживания. Поэтому подготовительная работа была проведена очень большая. И сегодня, можно сказать, чувство удовлетворения от проделанной работы мы испытываем, от того, что еще раз доказали нашим социальным партнерам, стратегическим партнерам Транснефть-Прикамье нашу необходимость, нашу нужность и то, что мы являемся полноценным партнером предприятия в сфере перекачки нефти в поддержании квалификационного уровня их персонала. Ежегодно мы обучаем непосредственно по заказу компании «Транснефть». Это не только «Транснефть-Прикамье», но и другие подразделения, расположенные на территории всей России. Около 60 человек по целевому набору, и при этом общий выпуск составляет у нас около 200 человек, которые трудоустраиваются в том числе на предприятии Чувашской Республики, Российской Федерации, Организации системы «Транснефть», «Газпром», предприятия энергетического профиля. Но сегодняшний конкурс, его итоги еще раз наглядно доказали о том, что наши выпускники, трудоустроившись на предприятии, не останавливаются в своем развитии. Они, скажем, имеют профессиональный рост, развитие. Мы это отслеживаем. Победители конкурса «Лучший по профессии» по традиции будут представлять Транснефть-Прикамье во всероссийском финале конкурса профмастерства, в котором будет принимать участие специалисты всех дочерних предприятий Транснефти. А это уже большая честь и большая ответственность.